Анализируя работу силовых структур и органов исполнительной власти по обеспечению общественного правопорядка, глава региона отметил, что, несмотря на положительную динамику, остались проблемы, решению которых не уделяется надлежащее внимание. Руководитель субъекта назвал слабые формы взаимодействия представителей местного самоуправления с районными и городскими антитеррористическими комиссиями. Все главы администрации населенных пунктов должны принимать активное участие в обеспечении защиты граждан и объектов социального назначения от терактов. Это их прямая обязанность, подчеркнул Юнусбек Евкуров. Многие нарекания, которые были со стороны прокуратуры, и после проверки наших комиссий, они были все почти устранены. Если брать по административным зданиям, в том числе мы провели комплекс мероприятий, где обеспечили элементарную защищенность от террористического воздействия ряда объектов. Ну и, конечно, была проведена большая профилактическая работа на территории. Но при этом есть ряд недостатков. Особо слабо работа идет на территориях, в муниципальных образованиях. То ли по ряду того, что все-таки не до конца осознают, что это такое, то ли по ряду того, что нет контроля со стороны и постоянно необходимо вас контролировать, то ли по ряду других причин. Конечно, эти вещи, они, их надо просто устранять и ни в коем случае не допускать. После вступительного слова главы Ингушетии был представлен развернутый отчет секретаря Совета Безопасности Ахмеда Катиева об итогах деятельности антитеррористической комиссии за минувший год. По словам докладчика, в рамках намеченных планов в 2011 году принимались организационные и практические меры по повышению эффективности работы АТК муниципальных образований, совершенствованию профилактики, проведению выездных заседаний и семинарских занятий. В аппарате Совбеза проведены беседы с родственниками лиц, ушедших из дома, возможно, примкнувших к членам НВФ. В ходе проверок выявлены недостатки, касающиеся планирования документооборота и деятельности рабочих групп. Заслушав доклад секретаря Совета Безопасности, руководитель региона подчеркнул необходимость установления наружного видеонаблюдения за счет внебюджетных источников на потенциально опасных объектах, на торговых точках, местах массового пребывания людей, усиление въездных и выездных постов, проведение обходов территорий, где находятся заброшенные помещения. Обращаю внимание, ставить видеонаблюдение такое, которое считывает номера, узнаются лица конкретно. И, в общем, это все тоже продумать по линии оперативного штаба. Вывести это, куда это все должно быть выведено в районных городах. На какую систему должно быть? То ли МВД, то ли ГУВД, я имею в виду, ГУВД, РОВД. Чтобы это все наблюдалось, чтобы это все смотрелось. Касаясь вопроса обеспечения безопасности в период проведения выборов президента России 4 марта текущего года, Юнусбек Евкуров отметил, что к главному политическому событию надо тщательно готовиться. Мы провели 4 декабря 2011 года генеральную репетицию, провели у себя выборы в Госдуму и местный парламент, и местное самоуправление. Поэтому я не вижу здесь особых проблем. Надо нарастить, надо усилить. Надо с учетом тех ошибок, которые были на некоторых избирательных участках, все должны четко знать правила игры. И четко их должны соблюдать. Необходимость есть. Здесь единственное подчеркну то, что мы сегодня обсуждали с утра. Совместные мероприятия с коллегами из Чеченской Республики по линии МВД на границе. В горно-лесистой местности до выборов, да. Здесь надо превентивные такие удары нанести. А на территории, на равнинах, пожалуйста, работайте. Отслеживайте ситуацию, какая складывается вокруг избирательных участков в том числе. Отслеживайте обстановку. А там ходят сейчас разговоры, что кое-кто пытается там 23 числа какие-то митинги провести. Не надо митинги проводить. Все идите на общий митинг, который будет проводиться в мемориальном комплексе. 23 числа мы каждый год проводим. Все приходите. В этом плане у нас взаимодействие с республиканской избирательной комиссией. Дело в том, что чтобы получить статус наблюдателя, это должна быть соответствующая регистрация, уведомление. После получения этой информации, в зависимости от того, кто прибывает, как прибывает, мы уже будем выставлять, для этого остается в резерв часть личного состава, который будет задействован именно непосредственно на обеспечение безопасности наблюдателя. Также
Также глава субъекта предложил до 29 февраля провести тактико-специальное учение на одном из избирательных участков с целью проверить готовность сил и средств МВД, МЧС и избиркома к выборной кампании. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести Ингушетия». Сегодня